сталкивали два близких народа. Ага. И, к сожалению, некоторые татарские татары приняли участие в подавлении башкирского восстания. Конечно, примут. Также разрешалось блядь, всех ульганlar. пленных башкир оставлять у себя в качестве крепостных. Вот суки. Так. Манкуртов будем ебать всех, блядь. В итоге сами, так как я говорю, что Батырша, вот этот вот, который начал это восстание, был Мишаром по национальности, и сами же Мишари его, в принципе, и схватили, и сдали царским властям. Вот, как Миннихановы. Батырша впоследствии умер в Петропавловской крепости. Кадыровы, блядь. Вот он такая хуйня вся. Умер достойно, он, скажем, просидел там несколько лет, а потом сумел вырваться из кандалов, взял топор и убил там около 3 или 4 охранников, пытался бежать, его убили при попытке к бегству. Молодец. Мужик был там. То есть не смирился со своей участью. Но башкиры за это время успели немного, скажем так, уничтожить. Они постоянно хотели? Они постоянно хотели, то есть очередное восстание, башкиры старались уничтожать русские вот эти православные церкви, монастыри, крепости, русские села, потому что они не хотели, чтобы вот башкирские земли заселялись русскими. Это, пошла усиленная колонизация. Башкирские земли были очень плодородными. То есть и очень такая сильная колонизация края была. И башкиры при каждой очередном восстании старались, скажем так, убирать эти села. Русланович Курган, нахуй. Вот эта вся история, также, нахуй, буду я им, блядь, пидорасом. Начались репрессии против башкир. Башкиры с семьями начали массово уходить к казахам. Некоторые казахские рода приняли и укрыли башкир. А некоторые, поддавшись словам губернатора Неплюева, начали захватывать имущество башкир, их жен, отбирать скот. Из-за подобного поведения российских чиновников башкирско-казахские отношения очень сильно обострились. То есть, таким образом, империя стравливала друг с другом родственные народы, татар, башкир, казахов, калмыков, даже так, которые находились в условиях